захвачены халифатом, долгое время очень было много христиан. Подавляющее большинство было. Это как с монголами. Монголы захватили Китай, китайцы никуда не делись и продолжали заниматься своими делами. Но китайцы руководили, вернее, монголы руководили Китаем и заправляли там всем. То есть получали дань, там сидели во дворце, вельможами были. Но китайцы никуда. То же самое было и с вот этим халифатом. После захвата вот этих всех христианских стран, Сирии, Ливана, Йемена, Египта, Ливии, Эфиопии, можно список можно продолжать и продолжать, то несколько столетий, 90, скажем, процентов было христианами. Ну, еще зороастрийцы были, там еще все. То есть вот в этой среде появляются некоторые люди, которые занимаются медициной. С какого бодуна они вообще мусульманские? Вот этот перс, рази, узбек, вот этот узбек, как его, Авиценна узбек, Ибн Сина. Вот причем здесь вообще ислам? Какая у них связь с исламом? То есть они не были из мечети вышли и начали там что-то делать попутно с религией. Это просто Ну, люди, как раз которые таки Ну, это их скорее как преследовал мечеть. принадлежность к религии, понимаете? Ну, вот он принадлежность. принадлежал к Мы же, религии когда ислам. говорим о христианах, мы же христианских ученых, я вам не говорил не о принадлежности к религии, а о том, что именно в церкви они все это делали. То есть в церкви находилась Понял. наука, и монахи, занимаясь еще и теологией, но еще и светскими науками, делали открытия и продвигали эту науку, математику, там, астрономию, все такое. Там, периодически сжигали там кого-то, короче, но двигали науку. А в мечети ничего этого нет. Там даже нельзя, ты не можешь там справочник даже простой сделать, потому что рисовать запрещено. Живых веществ, растения, насекомых вообще запрещено рисовать. Ты видел вот это мусульманское зодчество? То есть вот эти закорючки, завитушки, розетки. То есть это специально делается, потому что зодчий, который вот это делает, украшает, он не может ничего живое рисовать, ему башку отрубят. Поэтому появился этот стиль. Вот этот Микеланджело, он мог внутри этого собора расписывать ангелов, там, это нормально. И они, монахи в каком-то христианском монастыре, могли взять книгу, там, не знаю, из пергамента, сшить ее и справочник сделать, как операцию сделать, чтобы знания можно было передавать следующему поколению. В исламе это невозможно было сделать. Добавок, когда появилась печатная машинка, она была объявлена кафирским этим шайтанским изобретением, и на 350 лет не было книгопечатания вообще. То есть ислам полностью даванул вот эту цивилизацию, оставив его в заднице мирового прогресса. Полностью, на много столетий. Извините, а кафирским это означает типа христианский, да? Вообще неверно. То есть неважно, христиане, буддисты, не мусульмане, как бы То есть не не христи мусульмане. говорят русские, но что-то аналог такого. Все нехристи это абсолютно все. Да, не. Вот нехрист аналог это кафир. Только на 180 градусов. Знаете, еще что интересно? Ой, блин, гон. Есть ли в Чечне, вот, точнее, вот из чеченцев национальностей, ученые, не знаю, поэты, не знаю, там, кого бы вы могли назвать там, известные? Я бы почитал про них. Интересно. Есть, но, во-первых, они в советское время были. Можешь просто погуглить, те же не забанили. В советское время были, а вот когда война началась, там уже 2 поколения вообще не училось. И сейчас у нас много очень, скажем так, мусульман. У нас много очень вот этих исламских школ, где учат Коран. И русские нам построили около 1500 мечетей уже. То есть некоторые очень, скажем, дорогие, украшенные каким-то мрамором редким. 400 миллионов долларов было затрачено на супер большую мечеть в Аргуне, которую можно весь Аргун уместить. То есть русские строят нам мечети, зная, что ислам их держит в заднице народ и обыдляет его, делает его недалеким. То есть поэтому они потворствуют.
Любая А вам попытка... не кажется, это напротив ли это угроза для России, вот так как в разных вот этих исламских понятиях там бывают разные течения, сколько я знаю. Есть там традиционный ислам у чеченцев, в Да, я частности, у понял чеченцев. тебя. Русские могут зарастить джихадистов, которые потом пойдут на русню. Это вообще-то невозможная Если, вещь. то есть, Остановиться, да, не переживай. Это невозможная вещь, да, потому что современные войны ведутся технологиями. А вот эти люди, они с обезьяны, с автоматами, ты же видел, что с ИГИЛом случилось. То есть абсолютно русские этого, кремляди, скажем так, этого не боятся. Для них это самый лучший. А вот, скажем так, если они там появятся какие-то умные, образованные, ориентированные на Запад, технологичные чеченцы, вот да, они действительно будут им проблемой. Как им проблемой кажется, например, литовцы, эстонцы, там, как проблемой кажется израильтяне, например, из-за того, что они технологичные. То же Ну, вы самое, знаете, кстати, я вот эту первую, вторую так называемую кампанию в русско-чеченской войны, я вот это читал. Вот насколько я знаю, тогда чеченцы были ваххабитами и там делились на какие-то течения, там, те, что в горах, насколько я знаю. Вот я смотрел, читал. Они были там, не знаю, ну, там горные чеченцы были с этим саудитским понятием ислама. А вот другие не- равнинные чеченцы. нет, тебя неправильно информировали. Не было такого деления по местности или по локации. В начале 90-х годов, когда Советский Союз распался, к нам зашло очень много вот этих проповедников арабских. Там некоторые, возможно, были Ага, одного бывшие. из этих, знаю товарища, одного из них, это, как его там, в Чечне. Дай мне закончить. Дай мне закончить. Это еще задолго до Хаттаба нам наводнили всякой литературой религиозной. Фильм вот этот проклятый пророк, или как он там называется. То есть чеченцев очень сильно посадили на это дело. И вот, работали и спецслужбы, и издательство «Бадр» в Москве выпускало нам эти книжки русскоязычные про ислам, какой хороший ислам, какая самая правильная религия. Там Прохорова сидела То есть по... после этой войны это нашествие вот этих Да-да, ваххабитских чеченцев понятий. исламизировали, скажем так, а, по полной программе. то есть, И, да, естественно, они должны были проиграть с исламом. Да, это как ИГИЛ. Вот насколько я Тесла, знаю, я не Чечня, вот сомневаюсь, как я буквально регион, коротко. Тесла, я не сомневаюсь, что ты все правильно разъясняешь, но просто хотелось бы дополнить, да, как бы вот для информированности гостя, с которым мы вначале немного агрессивно обошлись, да, но в дальнейшем вот разговор завязался. И надо вот тоже подчеркнуть тот момент, что чеченцы знакомы с религией ислам только через русскоязычные источники, которые не выпускаются в Чеченской республике. То есть, тем более в военной Чеченской республике, где было все разрушено, там не было, нет никаких возможностей вот, работать с типографией. И все вот это вот радикальная, вот эта тонна литературы нам поступала именно из Российской Федерации. Просто это как бы для информированности. Но в это же самое время происходило интересное, скажем так, когнитивное вот такое какое-то состояние, да? Потому что одно и то же Министерство информации и печати Российской Федерации после Первой русско-чеченской войны 100% цензурило телевидение, и это же Министерство информации и печати слало нам тонны книг, брошюрок, напечатанных вот такого исламистского радикального толка, я тоже, на который, к сожалению, частично повелся, да. И, и в то же самое время по телевизору нас постоянно представляли как внутрироссийскому пользователю, так и внешнему, как исламистов, вот как ты сейчас сказал, какими-то этими ваххабистами там и так далее. Вот так вот нас преподносили, и в то же самое время это все. И, кстати, вот эти вот товарищи,
с ближневосточных стран, все почему-то как один, кроме парочки, были русскоязычными. Вот тоже, что настораживает нас очень сильно. Ага. Ну, возможно. Я вот не осведомлен по этому поводу. Знаете, этот первый момент еще вы упомянули, там, где вот, э, какой-то товарищ мне показывал видео какое-то, я сказал, вот, Россия — это страна, которая держит в составе своей а, вашу республику, так скажем. Это все было, как сказать, не на полном серьезе, понимаете? У меня нету никакого Не, негативного отношения к это чеченцам. абсолютно констатация фактов, с чем абсолютно никто здесь, скажем так, ну, не может с вами поспорить. Абсолютно, Я потому что это, как колонию. да, это Да все Она точно колонизирована. Мне довелось Интересная знакомиться не особенность. с малым количеством чеченцев. Я бы сказал, вот чеченцы от остальных мусульман, тех же таджиков, которых я встречал, мне удалось там встретить таджиков, узбеков, этих дагестанцев, они вот отличаются намного, гораздо вот приличнее, как по мне, вот понимаете, когда вот даже работают, там более сдержанные, не агрессивные. У них там по мелочам, там, вот, понимаете, вот этого я не встречал. Вот этикет приличия тоже присутствует в чеченцах. Поэтому, мне кажется, это вполне адекватный, нормальный народ, который может существовать как отдельная страна, как люди цивилизованные, развиваться, понимаете. Поэтому у меня нет негативного отношения к чеченцам. Именно на Кавказе, к остальным вот, по моей личной точке зрения, которых я встречал дагестанцев, я считаю вот их отдельным сортом дерьма, вот, извините меня, кто здесь есть из дагестанцев, из других, и вот еще армян вот этих. Вот чеченцев я считаю единственным на Кавказе нормальной национальностью, адекватной, по моему мнению. Поэтому к вам зашел, понимаете. ну, национальности, они, в принципе, все нормальные, просто есть там у любой национальности какие-то уроды. И то, что вот это факт, я не знаю, высказал, о том, что как бы мы находимся, ну, под российским вот этим э, колпаком, грубо говоря, да, то есть находимся в неволе России. Это абсолютно факт. Я единственное, просто когда эту тему снова попытался ковырнуть, я хотел именно тебя отделить от этого дела, потому что сегодня ни один русский, вообще среднестатистический, гражданский, не то что в общественном месте, где-то в публике, как бы посмеет высказаться о рязанском сахаре, да, который засекретили на 75 лет. То есть русские тоже в каком-то смысле жертвы вот этой всей системы, потому что они не могут не то что... Безусловно, Ибрахим, конечно. Да, да. Такие же россияне, как и чеченцы и другие. Каждая национальность внутри России такого же положения, как и другие. Вот, несмотря на то, вот, субъект. И насколько вот мне известно, там дипломатических, там, как сказать, ну, есть, конечно, дискриминация по отношению к кавказцам, но опять-таки все равно вот, в одной тарелке и русские, и другие национальности, которые в России под вот этой демократией, так называемой. Я думаю, что здесь уравнивать все равно немного некорректно, потому что русские все таки являются империообразующей нацией, и у них больше прав. И, так Совершенно сказать, именно с верно. позиции, да, это авторитарное государство, и, конечно же, права
самих русских ущемляются русскими. Русские ущемляют права самих русских людей. А вот как бы вот эта вся система вот эта имперская и колонизация, она строится именно через сам русский народ. И вот система подавления других народов выполняется через русских. Исторически так. Да-да. Поэтому мы не Ну, находимся тут в равном то же самое, положении, вот я так сказать, в то, что- этой других лодке. от что русской я- национальности, вот якобы То, у что Чехии, титульная один нация в момент. Один момент. То, что я немного ранее как бы вот высказал насчет того вот этого, насчет рязанского сахара и пытаясь отделить русского гражданина от вот этой как бы банды, вот этой вот, скажем так, банд правительства вот этого, да, русского. То есть, ну, отделить не в том плане, что там, чтобы русский народ весь уходил из-под ответственности. Это было не так сказано, потому что в дальнейшем вот наш гость, он как-то по-другому, видимо, понял то, что я высказал. То есть мной имелось в виду, что даже вот русские, которые, я не знаю, Украину готовы на себе тельняшки рвать, там идти якобы за родину воевать, они не могут ну, не то, что там высказать где-то, а себе даже где-то подумать вот про этот рязанский сахар, про вот такие вот вещи, да. То есть это говорит о том, что, конечно, да, в Российской Федерации государствообразующая титульная нация – это русские полностью, и они ответственны за все, что там происходит. Но при всем при этом, как бы это такая нация, да, там, я не знаю, в обиду это кому-то или нет, вот, которая, ну, как бы, которой нужен барин. И вот этот барин там в виде сегодня вот этой ФСБшной бандверхушки, он как бы заправляет вот этим всем. И при всем при этом эта бандверхушка, она не захватила, не совершила какой-то захват власти, а она востребована вот этим вот русским обществом. То есть за Путина русские голосуют, за вот эту систему русские голосуют. То есть как бы русские сами выбирают себе вот такой образ, когда их взрывают в своих домах, и они потом все как бы, я не знаю, сообща или не знаю, все дружно молчат. То есть вот эта вот или система, же это сваливает не... все на кавказцев, на вот других лиц. Ну, Мы это можем удобно куда-то свалить взять. на кавказцев. И что? Извините, мне хотелось добавить, вот, например, мы можем взять в пример тех самых русских, которые подавляются государственным аппаратом, да, вот, например, Ходорковский, возьмем его. Это тот самый человек, то есть он отсидел в тюрьме, он жалуется на власть, он причисляет себя к оппозиции. Но это тот самый человек, который, во-первых, участвовал, то есть он совершил военное преступление, он участвовал в геноциде чеченского народа, он финансировал вот эту агрессию российскую в сторону Чечни. И также он является ярым сторонником, он не один раз это подтверждал, продолжение оккупации Чеченской Республики Ичкерия. Русский человек. Это просто один пример, а их десятки. И там тот же Яшин, журналистка, правозащитница якобы Миланова, или как ее звать, Милашина, да? Елена Милашина, тоже является сторонницей оккупации Чеченской Республики Ичкерия.
и близкие другие. друзья Тумсу Абдурахманова, То есть по-моему. вот русские, Людей как про сказать, Россию против власти, и про когда наши дело касается деоккупации вот, конкретного субъекта Кавказа, они становятся там бок о бок против вот этой как раз таки республики, я правильно понял? Да, Вот ну то есть Милашину. это имперство, это такая общая черта, которая объединяет их. Подождите, Они как бы вот что он эти спросил? личности, им не нравится то, что права их именно ущемляются другими русскими, которые сейчас захватили власть, да? Они хотели бы, чтобы эта власть поменялась, прийти к этой власти и чтобы им было хорошо. Но они являются сторонниками вот этой империи. Это все, что их объединяет, вот это имперство. А там где-то они могут иметь различные взгляды, где-то политические свои направления, движения и так далее. Но вот таких большинство. И то, что среди если русской конкретно. оппозиции таких, я не знаю, это, по-моему, абсолютное большинство, это просто показатель состояния русского населения в общем. Очень печальное состояние. И сами же русские от этого страдают. То есть они, вот это большинство, э, просто изжирает тех русских, которые пытаются с этим бороться, которые пытаются как бы и вот, например, недавно было выступление известного диссидента советского, которого посадили, я помню, по-моему, я не помню, как его зовут, его фамилия на «С» начиналась как-то. Но он призывал к тому, чтобы бороться с Россией и финансировать ВСУ, то есть помогать Украине в борьбе с агрессором России. И этого человека посадили. Непонятно, возможно, его дальше убьют. То есть А это зачем такая с целой единица, капля в море. извините, Это а русский зачем человек. с целой Россией зачем бороться? Может, просто с теми, кто управляет Россией, нужно бороться? Так она имела в виду вот, в плане того, чтобы остановить агрессию по отношению к Но ты не можешь России. остановить целую Россию. Лучше остановить тех, кто им управляет этой Россией. Это не лучше. Но это имеется в виду, наверное. Ну, по Имеется, конечно. большинстве Целая случаев Россия это с 140 вами миллионов голов. согласен, А что зачем идти против? А подожди, я тоже тут разговариваю. Подожди. 140 миллионов голов. Зачем тебе останавливать, когда ты можешь пару тысяч голов там повесить на столбах вокруг тебя? Нет, дело в том, что в России так не работает. Нужно как бы, я не знаю, там будет сидеть бесплатно. Слишком простой, очевидный рецепт. Для такой вещи нужно синхронизировать свои действия каким-то людям. Да, это в каком-то Серьезно. демократическом государстве так сработало бы, где за какое-то там, за преступление власть сразу же расформировали бы, вышли бы все единым, там, я не знаю, В бюрами. диктаторском государстве бунт случается только, ты доводишь людей просто такие до отчаяния. То есть пока они не теряют от голода или от лишений, не теряют инстинкт самосохранения и не идут свергать на власть. Вот если ты вот так доведешь несправедливостью, голодом народ, так только можно в диктаторском государстве. Никакого другого способа там нет. Там может возникнуть какие-то группы, которые попытаются дворцовый переворот сделать, но народный там бунт он может вызвать только такой там голод, там, я не знаю, за запрет на водку или что-то еще. Тесла. Сколько президентов в России, в Русне сменилось после развала Совка? Ну, два, если Медведева, который кресло грел, не считать, но и то они все как бы не сменившиеся. Ельцин этого Путина вот так рядом поставил, позвонил Клинтону и сказал, вот следующий президент. То есть это преемник даже, не президент. Я думаю, с самого начала власть так и
Как Чубайс там сидит, вот так же и власть с тех пор сидит там, она не менялась. Вот, Дело в том, что Александр Скобов, тот самый Если это диссидент, по-русски, у него была замечательная речь, вот когда он был задержан, в этой клетке сидит и в зале суда. Он выступил просто, там нечего добавить, можете прочитать про него, это очень мудрый и сильный человек. Ну вот нормально, адекватный русский человек. Но таких очень мало, и этих людей подавляет большинство русских. я хотел бы сказать, русские, чтобы вы пересмотрели свое отношение к целым нациям. Вы сейчас кого-то в говне изваляли, а чеченцев восхваляетесь. Завтра вы будете чеченскую нацию точно так же в говне валять. Вот. Пересмотрите свое отношение к целым нациям. Нации не виноваты. В нациях есть как хорошие люди, так и плохие. И Ну, нельзя вы судить правы, по я каким-то обобщенно плохим людям сказал. по всей нации. Это было очень некрасиво. В первую очередь я не могу промолчать, я об этом говорю. И многие собеседники здесь тоже с этим будут согласны, я считаю. да, в принципе, с самого Согласен с начала. вами. Обобщенно это было ошибочно. Вот, сказать про целую национальность обобщенно. Без Я попутов. сказал, я сужу всегда по большинству. Но то, что вы сказали, что точно так же сказал бы вот условно в другом чате, нет, про чеченцев ни в коем случае. Если мне попадутся там большинство чеченцев вот, с негативной стороны, которые себя проявили, вот тогда, возможно, вот, не знаю, знаете, я сужу по большинству. Если я вижу, и мне вот остальные там 10-20%, они какие, это мне не важно. Я верю. Хорошо. Такой вопрос. Большинство, меньшинство. Кто молчал, когда нас изгнали из своих земель, называли депортацией, по факту это просто геноцид, этноцид, который совершили ваши предки. Там большинство молчало или кричало. Кто Ну, первую, знаете, вторую если вы войну? имеете в виду там Чеченцев. депортацию, Подожди, ты вопрос не услышал, как ты ответишь? Ты вопрос не Свобода. услышал. Во-первых, наш этот гость, он молодой по возрасту, потому что э, примерно его ровесники, чеченцы, даже вообще не в курсе, что у нас был вот этот геноцид в 1944 году под видом там, депортации и много других событий, даже последние две войны. Вот как наш гость озвучил, примерно так озвучивают и сами наши соотечественники, которых этому научил телевизор русский. Поэтому как бы его сначала известность хотя бы надо поставить, что произошло. То есть, если он не в курсе, да, вот про этим две 44-м. чеченские войны я знаю. Вот, насколько я знаю, длилось где-то 13-12 лет. Вот, на протяжении всего времени Россия просто бомбила. Но напрямую я вот не встречал, чтобы схлестнулись штурмом. Помимо вот Большинство было против этой войны много за... источников я изучал, не только телевизор, там, по телеку. Это же разные, может, еще. Вообще, да. Он определяет большинством и меньшинством уродства. То, что русские являются титульной нацией и ответственны за все эти бесчинства империи, это понятно. Не, ну вот смотри, Тесла, вот смотри, сегодня как бы русские претендуют на нас, да? То есть они ссылаются на их право правопреемника. То есть вот Ходорковского, когда ты слушаешь, других, которые говорят, что нет незавоеванных земель, и что Кавказ завоевали их предки когда-то. Но последние две войны показали, что еще не завоевали, то есть просто из-за вот этого
соотношение сил, потом всяких пропагандистских приемов и так далее. Из-за этого сейчас пока вот такая ситуация. Но при всем при этом, так, сейчас мысль, вот такое тоже бывает. Момент. Худуич ваш основной. При всем при этом нас еще не завоевали. Не завоевали. Ходорковский. Ибрахим, меня слышите? Один момент. Да, я здесь. Нас не поработили, а? Ну, имелось в виду чуть-чуть не это. Такой, смотри, Лично я пойду воевать или нет? Пойду. Право лево. За Северный За Северный Кавказ. чужой нам культурно. Это наша земля. Мы ее завоевали. Побурделаться минуты. Я просто имел в виду о вот этом праве на нас. То есть я чуть-чуть сбился, да, с курса. То есть вот сегодня потомки русских, они вот этот же Ходорковский, которого сейчас Халиф показал, он предъявляет свое право на нас. То есть когда-то там предки их якобы завоевали, но при всем при этом ответственность нести, да, за выселение, где погибло более 50%. За геноцид. За геноцид. Да. Вот это вот дело, оно как-то обходится, да, все это. То есть последние 2 войны, ответ за это надо будет кому-то отвечать 100%. Потому что за первую русско-чеченскую войну Тесла, если я не ошибаюсь, 170 миллиардов, да? 160-170 миллиардов уже как бы. 165. Да, уже как бы это такая сумма фигурировала там и должна была выплачиваться, что не произошло, вместо этого создалась вторая война. И вот это, за это тоже надо нести ответственность, потому что мы тут тоже как бы не подопытные какие-то эти цыплята, да, которым нравится, как их близких уничтожают. Там вот, например, последние 2 войны 300 тысяч мы потеряли. Тут, наверное, ни одного нету, кто, в отличие вот от нашего друга, русский, который зашел. Вот если мы сейчас на какой-то теме начнем, я не знаю, какую-то дискуссию, то включится агрессия. Вот как изначально, когда гость зашел, была такая агрессия. Но если смотреть со стороны чеченцев, то эта агрессия, она оправдана. Потому что вот от 1 миллиона населения, там 300 тысяч, ну, с учетом прироста, около 25% там, населения, там, так скажем, за эти 2 войны нас конкретно уменьшили, да, там, в количестве. То есть, опять-таки, повторяюсь, нет ни одного здесь, у кого Вы знаете, близких, кто на себе. Ибрахим, к этому Кто на себе. событию, по выселению, Я сейчас закончу. Вот буквально ни одного здесь, наверное, нет, у кого близкие, сами кто не пострадал даже. Вот у меня на теле есть, например, я ношу тоже, да, вот эти вот русский металл, который нас пришли как бы усмирять. И близкие там родственники погибли. То есть наша какая-то агрессия, она даже оправдана. Ну что я не могу понять вот со стороны русского мира, да, русских, которые где-то в телевизоре видели, вот, что их Россию, видите ли, величие их России не дали там показать всему миру, какие-то чеченцы там, я не знаю, сопротивляются, дергаются там что-то. И вот когда там проявляется агрессия, вот это мне непонятно, что это за агрессия такая вообще. Потому что, я думаю, мы себя вполне адекватно ведем в каких-то дискуссиях, спорах, потому что у всех есть. Вот у меня, Из него например, Караматов, из шейх Убада Караматов, Абдул-Вахаб рассказывает некоторые
Одним словом, у каждого... Ой, извиняюсь. Да, у каждого есть вот такие вот как бы личное, да, там, переживания. Вот нас 300 тысяч чеченцев, сейчас многие, которые здесь в эфире находятся, из-за русских мы находимся в странах Европы, и нам приходится здесь интегрироваться, приходится здесь пытаться по-новому с самого начала там где-то выучиться, язык какой-то выучить. Зачем нам это надо? Мы же у себя дома можем жить нормально, вот как в Европе себе тоже как бы такую систему установить. Но нам вот не дает русский мир. И благодаря нему и вот этому русскому миру мы вот здесь заходим, даже вот этот чат сделан благодаря этому, чтобы бороться с русским международным исламским терроризмом, который в нашу среду распространили через вот эти русскоязычные всякие там брошюрки, там информацию, пропаганду. И как бы вот это, ну, за это все-таки ответственность, если как бы там еще неизвестно, да, куда, в какую сторону качнется вот это вот все дело, которое сейчас в мире там в русско-украинских отношениях и так далее. Но вот за то, что мы пережили, что с нашим народом происходит, конечно, при первой же возможности мы мы попытаемся привлечь к ответственности и как бы возместить. Вот это все возместить. Привести к ответственности всех убийц, русскоязычных всех убийц чеченского народа, которые убивали, которые командовали, которые с самолетов сбрасывали бомбы на гражданское население, всех их привести к ответственности через международные суды. Мне хотелось добавить, вот Ибрагим тут упомянул про агрессию, обоснованную агрессию и необоснованную агрессию. Вот мне вспомнилось, мне однажды довелось прочитать вот различные, знаете, архивные какие-то газеты русские там, ну или какие-то дневники там известных лиц, да, там, допустим, это какие-то военные, да, или даже писатели. Старинные русские 18 века, там, 19 века. И там часто они, вот эти русские, они вопрошаются про чеченцев, пишут, как же они нас ненавидят, как же они... То есть у них это вызывает возмущение. И при этом удивительно то, что эти же самые люди вот в этих же записках, газетах, да, и неважно, одновременно они описывают, то есть в те времена это не было чем-то зазорным, когда, допустим, какая-то империя вырезала там народы. Они одновременно хвастаются, как они там сжигают селы, там насилуют людей, там отрубают головы жителям, да, которые сопротивляются, там, детей вырезают, описывают, хвастаясь, как они это делают, и с таким равнодушием, как будто бы речь идет, там, не знаю, о фермерстве, как будто бы это животные, а не люди. Вот, а потом они еще вопрошают, как они нас ненавидят. Это, и я не знаю, какое-то сумасшествие. То есть у этих людей в голове не укладывается какая-то причинно-следственная связь. Это и до сих пор у меня... вот, кстати, еще Лермонтов. Вы знаете, что Лермонтов участвовал как раз-таки в убийствах чеченцев? И он в своих дневниках, в своих письмах описывал, хвастаясь, как он вырезал. И я не помню, он то ли полководцем был, я не знаю, у него какой-то полк был или что-то типа этого. Вот, и он, хвастаясь, описывал, как он вырезал сел, как они там захватывали аулы, сжигали их, вот, делился об этом со своими там друзьями.
И это никак не рефлексируется. Вот у нас в школе об этом не рассказывали. Мне приходилось учить Лермонтова и его стишки. Но вот этот момент очень деликатно опускали. И до сих пор русские, которые живут в эмиграции, их сотни тысяч, возможно, я не знаю, сколько их там, в Европах, там, в США, в Австралии, в демократических странах, где есть свобода слова. Вот эта русская иммиграция, она бы могла, если бы у этих людей была совесть, брать там, не знаю, организовывать митинги, выходить к своим посольствам, привлекать СМИ и говорить: вот, пожалуйста, мировая общественность, смотрите, что наша страна, наш народ делает вот с этими народами. Наша страна пытает чеченцев, убивает их. Мы ответственны за все происходящие ужасы в этом народе. Мы являемся преступниками. Они не требуют там от своих властей капитуляции, они не требуют выводить свои войска, они не требуют оставить этот народ, эту страну в покое. Такого нет вообще, ноль. Никакой реакции. И то, что происходит в отношении Украины, даже вот эти потуги русской, вот этой оппозиции в эмиграции русской, они тоже, это очень печальная картина. То есть, например, Яшин, он возмущается реакцией украинцев, которые хотят вернуть себе свои земли, то есть вместе с украинцами, которые там живут. Если их оккупировала Россия, это значит, что их ничего хорошего там не ждет. Это автоматический концлагерь. Вот. И он возмущается реакцией украинцев, говорит, что вот эти, ну, раз уже мы взяли эти территории, ну, надо их оставить. И вот это оппозиция русская. У них Хочу ничего не добавить, меняется совсем. Лермонтов был не русский, он был потомок шотландцев. Он не был русский. И как мы с ним будем сейчас делать тогда? Он причисляет себя к русским, русские причисляют его к русским. Это Россия. Это часть русской культуры. Да, мы не В том можем числе, разбираться там в да, там в происхождении. этих, в генетике, в их там, в дедушках, бабушках. Даже возьмем Сталина. Это грузин этнический. Но это человек, который отказался от своей этнической принадлежности и причислял себя к русским. Он взял себе псевдоним, ну, вот эту русифицированную фамилию Сталин, отказавшись от своей. То есть это уже русский Ну, человек. там вообще в самой России, в русском мире, там, вот даже наш гость, который здесь сейчас, я не знаю, он здесь еще или нет, вот у него спросить, кто его там отец, дедушка, там уже сложно, потому что в России, как правило, например, у меня мама черкешенка, папа там какой-то якут, а я русский. То есть примерно вот так это работает в России. Поэтому не можем там каким-то Вы людям знаете, приписывать. Ибрахим, по поводу того, что касательно вы сказали, что ваша агрессия, как сказать, может объяснить агрессию по отношению к русской национальности, еще вот вы подчеркнули это тем, что из-за вот каких-то моментов бесчинств по отношению к национальности чеченца. И вот к этому я бы хотел добавить, что вот я категорически к этому не имею отношения, потому что даже мой отец, даже мой дедушка, мой пра-пра никогда не воевали вот в интересах России. Даже во время Отечественной войны мой этот дедушка эмигрировал в Германию, даже тогда, и оттуда в Эстонию. И так и мы вернулись в Санкт-Петербург, и вот тут мы живем, понимаешь?
Поэтому вот все русские, вот причислять там русских, не русских. И вот еще вы упомянули момент, что русские вот не знают, кто его отец, там дедушка, бабушка. Это тоже верно, потому что уже в последнее время отсутствие вот это всего, вообще менталитета, вот всего вот это славянского с идентичностью, это все уже исчезло, понимаете? И постепенно везде, в любой национальности так происходит. Чем больше Да, разрастается эта национальность. я к тому, что если какой-то человек, у него там происхождение армянин, там, я не знаю, даже любой там западной национальности какой-то, ну, человек, который живет в той или иной культуре и как бы отвечает ее интересам, потом как бы перекидывать на какой-то посторонний народ то его какую-то деятельность, это вообще ну, неправильно, как минимум. Вот это вот я имею в виду, поэтому Там есть какой-то, там например, тот же немалое Сталин, он количество. востребован Россией, тот же Путин, откуда мы знаем, кто у него бабка, кто у него дед, откуда он, это русский человек, он востребован Российской Федерацией. Там. Сейчас, если там э, обнаружится, да, что у него какой-то предок там, я не знаю, из Финляндии там или откуда-то, из Португалии, как бы что, эту ответственность за его преступление, за его деятельность там на Португалию, на Финляндию, куда-то туда, что ли, перекидывать, это вообще абсурд. Еще можно сказать, что частью Русской империи, которая до сих пор существует, ее основой является то ли идеология, то ли это, ну да, возьмем это идеология, то есть, которая состоит в том, что русская национальность, то есть вот этот сам этнос, его превратили в символ этой империи. И это стало не столько как этнос, принадлежность этническая, сколько как принадлежность идеологическая вот к этой империи. Вот, например, Шойгу. И это не русский человек, не славянин вообще. Я не помню, к какому этносу он принадлежит, но он относит себя вот к этой к русскому миру. То есть систематически идет вот это, как это сказать, впихивание русскости, да, вот всем остальным. И идет также русификация других народов. Допустим, возьмем какие-то народы, там, Ирзя, да, там, уже почти вымершие, там, возьмем даже татаров. Очень часто, зачастую такое бывает, когда, то есть люди называют себя русскими, да, а когда они начинают там копаться у себя в родословной, выясняется, что у них там вот дедушки, бабушки татары, или что, допустим, у них предки, то есть дедушки, бабушки говорили на другом языке. Ну, допустим, Эрзя, да. И я до недавних пор вообще не слышала про такой народ. Я не знала о его существовании. Дудь, Мудь, То Эрзя. есть они стали русскими, их превратили в русских. И русские пытаются превращать другие народы в русских. То есть я Нет, не это знаю, то есть идет неправда, еще это ложь, это неправда, это неправда. Потому что вот вас, кто в России вот из российских чиновников, не знаю, вот условно в Чечне, там, в Дагестане, кто вам запрещает, там, не знаю, преподавать свои национальные танцы, свои национальные песни? Кто вас заставляет танцевать Я могу- русский национальный я танец? могу- Кто вас заставляет? это неправда, потому что Наш гость, Это как понять? Как это понять? Подождите, я дам ответ очень квалифицированный на это. Например, вот русский, я тебе задаю вопрос. Допустим, нам бы хотелось у себя в республике, чтобы начальное образование, там,
например, первые 4 класса были на нашем родном языке. Ну, чтобы он не умер, короче, потому что сразу суют нулевой класс, там, русский и пошел. То есть, как ты думаешь, кто нам это запрещает? Вопрос на засыпку. Ну, в смысле, Я скажу, очень кто, хочется Подождите, добавить. не не знаю, перебивайте, У меня не спросили, перебивайте кто ход знаю, наших размышлений. ну Еще раз, какая-то делегация, кто-то там кто нам, собрался. подождите. Нам бы хотелось, чтобы наш язык не умер. Я не понял, Мы кто понимаем, из что вы чеченских вот чиновных должностей, Подождите. кто вот это сказал, что вы хотите 4 класса образования на чеченском языке, на своем родном языке? Подождите, не, это Путин по умолчанию запретил. идет. Подождите, Путин давай запретил. отключите ее. Это идет по умолчанию. Нас, вот как вы думаете, кто запрещает нам вести самообразование на чеченском языке? Ну, это начальное. Да, мы понимаем, что мы находимся в империи, мы не можем требовать, чтобы университеты России чеченские преподавали, и чтобы там языком международного общения был. Чтобы языком международного общения был, я не знаю, какой-то чеченский, дагестанский, не знаю, аварский, что-то, это понятно. То есть, ну, например, в Канаде там есть такой штат, Квебек, там на французском все и на английском. То есть они могут и на французском, и на английском. Вот как вы думаете, кто нам мешает, вот, чтобы наших детей хотя бы, не знаю, до 3-4 класса учили на родном языке, на родном чеченском языке были бы учебники, там математика, там, не знаю, природоведение, еще. Ну, Вот точно кто не там? обычные русские граждане. Смотрите, вы Нет, говорите, что не. Надо русификация назвать там виновника. Подождите, заставляют мы чеченцев и никуда не остальных двинемся. кавказцев русифицироваться. Это Мы неправда, это никуда. ложь, потому Подожди. что чеченцы и другие национальности сами Подожди, русифицируются сами. пожалуйста. В Грозном Нам русские нужно... запрещали Выключите ее, почему вы чеченцам. выключаете? Подождите. Когда задают вопрос, мы фокусируемся на вопрос и ждем ответа. Без ответа мы никуда не поедем. То есть зачем нам задавать вопросы, на которые не нужно отвечать? Мы вот так будем спрашивать и закончим. И никуда не придем. Вот надо виновника, кто чеченцам насильно, угрозой оружия запрещает, чтобы они обучали своих детей на чеченском языке? Вопрос, кто? Ну, допустим, власть в России. Американцы, Тесла, можно я отвечу? Может, американцы? Обама. Подожди, Юрий Марьевич. Это я Российская говорю, власть, то есть российская власть, Кремль, те люди, которые вы сидят... неправильно не поняли, кричайте, что я хотел до сидят вас в Кремле. донести. Подожди. Мы сейчас пришли к очевидному выводу, что власть, находящаяся в Кремле, запрещает это делать чеченцам, ну и остальным до кучи, остальным народам. Теперь у нас вопрос, кто эту власть избирает, ну, скажем так, большинство, кто эту власть, потому что, ну, никак не могут же 1 миллион чеченцев как-то там выступить и 140 миллионов русских нагнуть, чтобы заставить их поменять власть. Это же очевидно, что именно русские, как самая многочисленная титульная власть, от нее зависимость. Получается, чеченцы в попытке изучить свой язык, они заложники вот этих русского большинства. Так ведь получается? Ладно, Тесла, мы холуи, короче, мы рабы, как вы говорите. Вот, ладно. Нас тоже вот так держат, как вас же, понимаете? И вот да, я хочу до вас донести то, что чеченцев подожди. и остальных кавказцев и другие национальности, и русские целенаправленно не русифицируют. Ну, подожди. Запрет образования на своем языке – это не русификация, по-твоему? Куда дальше нужно? Зачем вы короче? Мы приходим к какому-то очевидному выводу. Тесла, дело в том, что вот таковой язык, как чеченский, это очень старинный язык, потому что у вас нету там информативных там что-то, как сказать, чеченский язык это сейчас говорит. нужно еще преобразовать, вот, понимаешь? Подожди, ты не эксперт по чеченскому. Там много чего нужно доработать, потому что в чеченском языке много чего. Подожди, оставь в покое чеченский язык. Любой язык можно, любые термины, все сделать и обложить. Есть
куча способов. Речь Поэтому не вам об на этом. доступном языке образование вот все предоставляют. Подожди, тебе задали очень простой ответ, вопрос, на который нужен очень простой ответ. Когда народу небольшому запрещают образование на своем языке, это русификация, и чтобы они на русском языке. Понимаешь, если я сейчас пойду, я не знаю, на лес или на раз сади Перезагрузки чудо Телеграм. Вообще что-то лагает. Все Ну, хорошо. хорошо, это не хорошо, это это, как мы понимаем, атака. Не слышно было. Давайте добьем его просто. Проблеме, закончим. Да, дело в том, что когда вот такие какие-то темы, да, бывают в чатах, начинается почему-то вот это вот интересная аномалия. Да, это значит, что мы на правильном пути. То есть мы не будем по этому поводу переживать. Так, давайте намаз сделаем, и все наладится. Да, включай. Это наш Сунжинский. Включайте это самое, включайте этого лауреата, давайте помолимся, и тогда наладится. Не, оставь нас, не отвлекай нас. У нас очень выяснение важного вопроса. Смотри, я к нему, к русскому, я хотел. Занимается ли русский нашей русификацией или нет? Я не получил на него ответ. Вы получили на него этот ответ? Можете кто-то... Не получили. Все, тогда нам нужно... Не получили. Тесла, ты хотел, по-моему, ему привести... Ты, по-моему, хотел ему привести пример, если, например, на Донбассе, где-то на Донбассе, да, там, не оставь Донбасс, не оставь Донбасс, мы будем даже спорные территории брать. Допустим, я иду к испанцам или португальцам, давай португальцам, и заставляю их учить в нулевом классе, в первом классе, в университете, на радио, по телевизору, русский язык, запрещаем образование на своем языке, то я занимаюсь русификацией португальцев. Это так или нет? Ну, конечно, безусловно, это так. Да, о чем мы спорим? Естественно, Россия занимается русификацией, поеданием. Неправда. В кавычках. В кавычках, поеданием. Чеченцев, которые нормально владеют русским языком, их спросить, кто вас заставлял на русском языке брать образование, и против ли вы против этого что-то имеете? Он скажет нет, потому что только в русском языке есть... Подожди, ты сейчас какую-то количество понял. Извини меня. Право образовательного на русском языке можно спокойно получить образование, а на чеченском языке такой возможности нет. Я тебе объясню, почему это околесится. Во-первых, кто-то что-то сказал здесь не имеет значения. Это не субъективное мнение, что нужно нам что-то рассматривать, что вот этот сказал так, значит это так. Вот это. Я тебе привел четкую логическую цепочку. То есть она независящая. Кто я, чеченец я, нанаец я, или, я не знаю, китаец я. Эта логическая цепочка никуда не девается. Если я заставляю какой-то народ обучаться на своем языке, я занимаюсь их, если я русский, русификацией, если я китаец, китаизацией, если я индус, индусизацией. Это просто логика. Причем здесь какой-то чеченец что-то сказал. Согласись? Я говорю, то, что я хочу донести, вы, возможно, не понимаете. Я говорю, что насильно русифицироваться какой-то конкретного, там, не знаю, республики в России никто никого не заставляет русифицироваться. Люди сами. Давай по-новому начнем. Начинай на колу мочала, начинай сначала. Если чеченцам и другим национальностям запрещают даже начально, представь, я не говорю вообще, оно должно было быть вообще как в нормальном государстве. Вот это знаменитый режим апартеида, если ты слышал, если по аналогии в этой Южной Африке. Там
подожди, где якобы этих чернокожих не давали им образовываться. Так вот, вот эти буры, эти самые потомки голландцев, которые вот эту Южной Африки государство построили, очень развитое, кстати, у них 6 ядерных боеголовок, уже была собственная космическая программа. Так вот, они вот этим всем пришедшим чернокожим со всей Африки туда сливались, шли как в Европу, сбегали туда, они им построили вот такие бантустаны, ну, чтобы они не лезли вот на территорию белых, оградили большим забором, выпустили для них учебники математики, литературы на их языках, и школы у них построили. Ну, чтобы они у себя на своем языке обучались. Вот представь, Россия, она просто по сравнению с апартеидом, вот эти самые буры, они просто святые по сравнению с Россией. Россия занимается насильственной русификацией. Это факт. Зачем ты это отрицаешь? Смотрите, вот я вам поставлю вопрос. Вы чеченец, Тесла? Конечно, конечно. Я Вы чеченец. русифицировались? На какой-то процент, да, поэтому я хорошо на нем разговариваю с вами. Вот на какой-то процент, да, потому что вы не русифицировались полноценно, потому что вы этого не хотели. Понимаешь? Никто никого не заставляет. Нет, нет. Также Нет, можно я привести не- пример парочку там субъектов. Например, Ты за меня сейчас выводишь. Осетия. Подожди. Тесла, Также аккуратно Кабардино- разъясни Балкария. эту ложь, эту брошь. Татары, Да, которые живут подожди, в Казани, я не русифицировался. они все Подождите. добровольно русифицировались. Их никто не заставлял. Подожди. Я не русифицировался просто потому, что все еще у нас сильные традиции, и меня это удержало. А вовсе не потому, что русские мало старались. Русские очень хорошо постарались. И еще это, ты извини меня, русификация не происходит за одно поколение, за два поколения. Какие-то, у кого сильные традиции, могут долго сопротивляться. Какие-то, у кого слабые традиции и меньше числом народы, они могут быстрее ассимилироваться. Это не есть какая-то константа. Хорошо, вопрос к вам, Тесла. Да, это не важно. Тесла, вот к вам вопрос. Знаете, Тесла, вот в Чечне, допустим, вот в Чечне вот разрешат ли, как у вас, я не знаю, есть ли у вас телеканалы какие-то, разрешат ли на чеченском там озвучивать какие-то мультфильмы, не знаю, фильм какой-то? Запрещают Нет ли мультфильмов. в Чечне? Подожди, Нет, конечно, они разрешают вам. Вам все разрешают, потому что у вас нету. Да, отвечаю тебе. Ты задал вопрос. Все, подожди, ты задал вопрос. Мультфильмы и нет, конечно, все это телевидение, оно общероссийское, то есть пропаганда должна быть на русском языке. Есть вот это выступление вот этих, как их называют, местного телевидения, где рассказывают, например, глава республики садится и рассказывает, там, вы делаете это, вы делаете то, вот на чеченском он говорит, ну, иногда и на русском говорит, но вот это бывает. То есть это к образованию, какой-то, я не знаю, к фильмам, к литературе, даже обычным новостям это нельзя отнести, там, например, новостям о том, что делается в Америке на чеченском языке. Например, такого-то и не будет там такого. То есть, скажем так, ничего на чеченском языке не может быть, потому что нету образования, то есть не создается вот это, скажем так, медийная, культурная, литературная среда. Она в Советском Союзе, кстати, более-менее была. А в нынешней России там полный запрет. То есть полный. Ну, знаете, Тесла, вот... Слубянки пассажиры, это слубянки пассажиры захватывают. Пускай хоть, я не знаю, сказать. Вот все, кто не европейская национальность, все, кто там живут, они уже полностью ассимилированы под них. Почему-то только в России, вот как вы говорите, идет там русификация, там какой-то... Подожди, не понял. Где, кто, какие... Я говорю, что в европейских странах, в общем, все, кто вообще даже вот примерно 4-5 лет назад, условно, которые мигрировали в эту страну, они уже ассимилированы в этой стране, понимаете? Вы же это знаете, возможно, вы живете где-то в Европе.
какие-то иммигранты, А да, почему в какие-то России вот это иммигранты, все на протяжении подождите, вот подождите, стольких годов никто не давайте ассимилировался, разберемся. там идет русификация до Подожди, сих пор по сей день, как подожди, злые подожди, черт русские люди. возьми. Черт возьми, когда ты сделал утверждение, остановись и давай его разбирать. Ты рассказываешь нам про иммигрантов. Понимаешь, есть какие-то русские иммигранты, они уехали в Америку, они там ассимилировались. То есть, причем здесь, когда целый народ оккупирует на их родной Ну, земле, могу сказать и еще про там, колонии. дай мне договорить, Вот черт Британии, возьми. колонии Британии, они все полностью Дай ассимилированы. мне Испании. договорить, черт возьми. Другое дело, Ага. когда захватывают целый народ и ассимилируют. То есть это совсем другое дело. Причем здесь какие-то личности, иммигрант уехал туда, он там ассимилировался. 10 человек уехало в Австралию, стали австралийцами через поколение, ассимилировались. Причем здесь это в нашем случае. Мы никуда не уезжали. У нас народ живет огромный на своей территории в течение тысяч лет. Воюет то с Персией за эту территорию, то с этими турками, то с арабами. Короче. Потом приходят русские, короче. Какое вот это отношение имеет к твоему примеру, что кто-то куда-то уехал и ассимилировался? Это опять-таки ты в субъективизм попадаешь. Мы ведем речь не о каких-то отдельных примерах, о том, что Россия, вот четко, логично мы можем разложить, что Россия занимается поеданием, вот в кавычках, это можно называть поеданием малых народов и превращением их в русских. И это госпрограмма. Не какая-то там идея кого-то, короче, а вот целенаправленная госпрограмма Российской империи, скажем так, не российского государства. Ну, знаете, то, что когда вы говорили правду, вот это я непрекословно вот это все признавал, но вот в данном случае я вижу только ложь, поэтому я считаю, что вы ярый сторонник того, вот Возражаю. у себя в уме придуманного, что идет там жесточайшая русификация, и вы в это свято верите. Я не знаю, вот как вас переубедить, я вообще даже не желал вас переубеждать. Давай я попробую еще раз тебя переубедить. На колу мочала, начинай сначала. В школе, в начальной школе, когда приводят детей, когда у них самый вот так сырой мозг, когда это белый лист, на который что напишешь, и до конца жизни останется. Вот они приходят, и они на русском языке, и причем не просто на русском языке, им русский вариант истории вдалбливают. То есть вот здесь русские такие, вот где-то русские сделали то, вот наш царь Путин сказал, батюшка сказал то. То есть их, там не просто даже языковая русификация, а и политическая тоже. То есть, и представь, мы не можем этому противостоять, потому что на нас сразу начнут бомбить. То есть вот русские, они могут пойти и свергнуть своего царя, потому что их большинство. Чеченцы, если бы русских не было, они пошли бы и свергли местную власть, но они это не могут сделать, потому что вот это большинство русских будет как мясо использоваться, убивать нас. То есть мы заложники вашего русского, скажем так, потворства вот этой власти. То есть мы-то сами справились, у нас нет проблем собственную власть свергнуть. Но дело в том, что у нас нет собственной власти, она просто продолжение вашей. А вашу власть поддерживает 140 миллионов русских. И как нам быть? То есть мы должны сидеть на пеньке, на скамейке и ждать, когда вы свою власть наконец свергнете, чтобы нас оставить в покое, между этими моментом времени нас будут русифицировать. Потому что вы этому тоже, кстати, не сопротивляетесь. Или там, не знаю, вы даже верить в это не хотите. Вот ты пример. Согласен. Ну, ты даже знаете, верить в это полностью. не хочешь там помочь чеченцам перестать русифицироваться. Ты даже говоришь, не, там же у вас в языке нету слов, там, нормально. Нет, я не преследовал никакой цели оскорбить язык чеченский. Я просто упомянул то, что в рамках моих знаний, то, что я знаю. Я говорю, что... Я не говорю, что, как сказать, русификации вовсе вообще нету в Чечне или в других регионах России. Есть русификация, но это не принужденная, понимаете, вас никто не принуждает быть русскими, там, говорить на русском. Говорю. Давай третий раз на колу мочала начинается. Опять 25. Как это нас не принуждает? Акция по запрету на своем языке
обучать своих маленьких детей есть, ну как еще, по-твоему, это должно происходить? Ну вот другой способ русификации ты знаешь, кроме как, начиная с детей, вбивать в голову русский язык. То есть вот это, я вижу, как это единственным способом насильственной русификации. У тебя, видимо, есть какая-то альтернатива в голове. Как Ага, это то есть, по-другому происходит? подождите, у вас в Чечне, короче, вот нету, как сказать, не преподают свой родной язык, у вас там только на русском языке, у вас там школы, там везде, там русские, на русском языке говорят, вы в магазин Один заходите, хлеб, урок, один у вас урок на в русском говорят, неделю у Давайте детей. поправлю. там везде, не Я знаю. вас поправить, Вирушин, переживать. Давайте поправлю. Не чеченский язык, нам не нужно преподавание чечен, нам нужно преподавание на чеченском языке. Ты не совсем понимаешь, о чем я. У нас есть урок чеченского языка в Советском Союзе еще был. Это невозможно. Подожди, Это дай невозможно. закончить. Сначала Подожди, нужно дай преобразовать закончить. свой язык. Подожди, дай закончить. Ну, ё-моё. У нас был в Советском Союзе еще урок чеченского языка и литературы 2 часа в неделю. Сейчас он сделан, по-моему, факультативно, может быть, не может. То есть речь не идет об изучении, ты через неделю забываешь, что потом снова что изучение какого-то там сегмента языка. Речь идет об учении на языке своем. Это разные вещи, совершенно разные вещи. Так вот, вот эта наша власть не может сказать так, с завтрашнего дня мы будем постепенно переходить образование для детей на чеченский язык. Не может, потому что у них есть приказ Москвы. Вот делайте так, им присылается ЕГЭ, им присылается школьная программа, история, то есть как нужно промывать, как они должны смотреть на такую-то фигуру, как они на пиндосов должны смотреть, как они на, я не знаю, на Наполеона должны смотреть. Им также и вместе с этим языком русским насильно, не просто русификация, а руссобыдлизация, я бы сказал, русский язык, и еще и быдляцкое мышление имперского мяса еще насильно, причем тоже вместе с ним идет. Потому что истории при помощи пропагандистских историй это и делается. Других этих способов пока не придумано. Хорошо, Тесла. Допустим, вот русский народ, русские люди, они очень злые, короче, вас принуждают по сей день русифицироваться, короче, вас завоевывают вас, ну, сколько бы вы не хотели быть отдельной страной, жить отдельно от вот этой злобной империи, вас все-таки принуждают. А вот интересно, как чеченцы и другие кавказцы брали образование до завоевания Кавказа? Вот каким образом? Когда? Вот какой алфавит? Что? Вот, на каком языке? Вот, как чеченцам доступно рассказываю. образование? Да, рассказываю. Когда вот эти византийские монахи распространяли христианство на Северном, ну, вообще на Кавказе и на Северном Кавказе в частности, это где-то 5 век, там где-то 3, 5, 4, 6 век. Они создали специальный алфавит на основе греческого для кавказских народов. И на этом языке составили Библии там, для картвелов, для, не знаю, для нальнахов, войнахов, скажем так, для осетин, в общем, для разных народов, абхазов составили Библию и распространяли. И чеченцы на некоторое время, несколько столетий пользовались вот этим алфавитом. У нас есть доказательства, старые могилы до исламской эпохи, на которых и имена пишутся вот этим алфавитом. Грузины называют его Асам Таврули. А также вот эти греческие миссионеры, позднее пришли и вот эти францисканцы, от них до сих пор в горах есть вот эти остатки церквей старых, они тоже обучали местное население, скажем так, грамоте, вот этими буквами. Потом пришла арабская графика, понятное дело, после хромого Тимура, когда вот эти кочевники захватили равнину. Потом чеченцы сделали реконкисту, то есть спустились с гор, куда их загнал Тимур, обратно, увеличили численность, и среди нас оказались вот эти кочевые народы, или киргизированные народы, кумыки, нагайцы все. У них уже было, скажем так, ислам и арабские. То чеченцы перешли вот с исламизации на арабскую графику. Потом все эти До нашествия
Подожди, я закончу, я закончу, подожди. И вот чеченцы обучались графике, вот у таких мул, скажем так, вот такой в деревне есть мула, и детей ему отдают, и он обучает их грамоте, писать, читать, короче. В этот момент, вот это как раз 19 век, если ты не знал, 99% русских крестьян, то есть в России не было всеобщего образования вообще. Поэтому там Ленин занимался ликвидацией безграмотности, там крестьян обучали грамоте. То есть мы находились в одинаковом положении с вами на тот момент. Поэтому как На по одном уровне, Кавказской войне, я имею в виду по образованию населения, процентном отношении мы находились в одинаковом положении. Поэтому, когда вот вели вот эту Кавказскую войну, на самом деле это была та же русско-чеченская война. Это, кстати, нужно поправить. То есть никакой Кавказской войны не было. Была русско-чеченская война в 19 веке. Это как Но получается? нельзя же забывать про адыгов. Адыги это своя, у черкесов своя война была. Я не путаю. Черкесы вообще-то не на Кавказе, а вот это Адлер, это уже Причерноморье. Ну, знаете, Краснодарский край. постепенно, Вот соглашусь с тем, что на своя война. Кавказе сопротивление Кавказской оказывали войной, только чеченцы, вы хотите сказать? Подождите. Под Кавказской войной русские подразумевают именно войну с чеченцами. Не войну с черкесами, не войну там с лезгинами, не какие-то восстания, а именно войну вот эту за покорение Чечни, там, это все. Это русско-чеченская война. Там процент вот этих наших соседей дагестанцев там был мизерный просто. То есть вообще не играющий никакого значения. Приграничные пару сел, и то там не все. Да, не играющие. У нас даже были вот эти польские добровольцы, которые из пушек стреляли. То есть это не значит, что это была чечено-польско-русская война. То есть это была русско-чеченская война, и в будущем мы в истории все это поправим, приведем это и сообщим миру, короче, как все это было, короче, всю эту ложь, скажем так, выковырим. Вот примерно так вот чеченцы на тот момент обучались грамоте до прихода России. Если бы Россия не пришла бы на Кавказ, то мы сейчас были бы на положении, не знаю, Кувейта какого-нибудь или Объединенных Арабских Эмиратов. К нам бы пришли англичане, принесли бы технологии, там, и у нас была бы на латинском. Мы были частью мировой, не знаю, культуры, какой-то вклад свой чеченский несли бы, у нас были писатели, свои эти художники, там, еще кто-то. То есть Россия нам ничего хорошего не сделала. Она пришла и выкачала у нас из недр, и где-то, я не знаю, 500 миллиарда тонн нефти, и приземлила нас, не знаю, 2 геноцидами, уменьшила численность во многократно. То есть нас сейчас было бы примерно 10-12 миллионов, если бы не Россия. Угу. Зато построила нам теперь 1500 мечетей. Это уже апгрейд последний. Вы спросите Это у него, плохо или смотрите. хорошо для вас, Алло. Ибрахим? Очень плохо. Вопрос к русскому. Что значит быть русским? Ты же там русский написался. Что значит быть... К тебе первый вопрос. Что значит быть русским? Второй В каком вопрос. смысле? Подожди. Второй вопрос. Что значит быть... Ты же русский. Значит, это русская культура. Что в твоем понимании русская культура? Раз. Что значит быть русским? Ты сам скажи, назови хоть одну национальную русскую песню и танец национальный. Ты знаешь? Ну, Что значит знаете, быть русским? есть такой ущербный русский танец национальный, который я не признаю. А то, что быть... Какой? Ну, знаете, Какой как танец? хлопушечка есть такой танец. Хлопушечка? Нет Да. такого танца, хлопушечка. Есть. Вот когда вот Хлопушечка? русские, да, есть такой танец, когда русские вот танцуют, Ага. Что они там делают? ну, хлопают себе по, не знаю, по коленям, прыгают. Когда пляшут. набухаются, что ли? Ну, возможно. Я не изучал. Это ты считаешь национальным русским танцем? Это не я считаю, во-первых. Вот это Песню как назови, национальный национальную танец. русскую песню. Хоть назови национальную русскую песню. Яблочко танец. Яблочко. Я не Яблочко знаю. это не национальная русская песня. Это искусственно создано. Национальную русскую песню одну назови. Ты ж в Питере живешь? Ты питерский? Да. Но я не знаю национальную песню.
В Я же тех говорю, я краях, не в тех краях, подожди, не в тех говорю, что краях, это в тех, русские говорят. Петербург это национальная территория какого народа? Русского? России русских. Какое? Россия это Русских. что? Русский это что такое? Есть Национальность. такая нация? Серьезно? Назови мне одну Конечно. национальную. Не Ты знаю. русский, назови мне одну национальную песню русскую. Хотя бы одну назови. Национальную песню я не знаю. Я же сказал. Вот смотри, и вот Да. я казак, я наполовину донской, наполовину сунжицкий, кубанский. Я тебе могу назвать донские песни, национальные танцы, украинские. Назови мне одну русскую национальную песню и танец. Назовите Назови. тогда украинскую. Назови мне одну национальную русскую Вот я песню. не знаю, Тебе я не вопрос. знаю, я же сказал, я не У нас знаю. Я неплохие не откачиваю, не отношения говорю, что между я вот русскими русский и такой вот. У Смотри, меня у вас, такая вот кроме, национальность. смотрите, у вас есть там такие частушки, там матерные в основном, вы на матерном языке поете. Это скопировано. У Украины есть великое государство, сколько я понял. Украинцы хотят быть гомиками, да? Смотри, вот. Что у вас есть? Гомиками? Хотим мы гомиками быть, да? Подожди, как Зверев, что ли, или я не Это у понял, него как там, Киркоров? смотри, это у него там написано, это как его инструкция там. Ну, они Ты, тоже не ты русские. в каком звании, мальчик? Методичка Мальчик, у ты в него каком есть. звании? Мальчик, ты в каком звании? Ты сержант? Кто ты там? Методичка. Курсант, Донавча, у нас пока курсанты только проходят стажировку, стажеры и курсанты. Да. Не слишком Для заблуждается. тебя же русская ремесла слишком... Мальчик, тебе вопрос был задан. Ты русский или кто? Полетели в космос, мне интересно. Революционеры, кто есть, вот, пример, полководец какой-то. Ага, Донахчи, скажи мне, пожалуйста, что есть у Украины? Вот, с чем они могут гордиться? Не знаю, какой-то полководец, не знаю, какая-то историческая личность, ученые. Что сделали хорошего для этого мира украинцы? Что у вас есть национальная песня и танец? Что? Дальше? Запустили в космос Гагарина. Запустили в космос Гагарина. Подождите, оставьте космос. Вы видите, нас отвлекают от важной темы. То есть Да, здесь да. речь о том, что чеченцы финансируют, а вы какую-то, у них там идет между ними война, они будут друг друга кидаться тапками, чем угодно. Тесла, У нас тут Тесла, неплохие- можно у меня один вопрос гостю задал бы тоже, потому что слишком много оттуда вот этих вопросов поступает. Один хотелось бы задать русскому. Давай. You're welcome. Вот зачем русским нужна независимость и государственность? Вот зачем? Ну, для того, чтобы существовать как нормальные люди, понимаете? Ну, чтобы представлять свою страну, во-первых, свой флаг, условно там. А другим не надо, да, русские? Чтобы они в Питере не называли мосты именем Кадырова. То есть, чтобы свой флаг поднимать, чтобы быть нормальными, еще что? Ну, еще сохранять безопасность своих граждан. Понимаете? Любое. Неважно, где бы они ни были, на Западе, Тут в Европе, как это делает США. От кого? Как это делает США. Гражданина США никто не смеет без ведома чиновных должностей США задерживать даже в любой стране. Вот примерно для такого я считаю, что нужно было создать независимое государство для русских. К сожалению, вот это не получается. Еще раз, можешь подробно округлить? Зачем русскому нужна независимость и государственность? Еще раз. Чеченцы, слушайте, полностью слушайте все, зачем нужно государство. Сейчас вам расскажу. Но для того, чтобы представлять свою страну, чтобы, вот, понимаете, в каком бы ты направлении
не развивался бы. Вот примерно вот, например, кавказцы выступают в Олимпийских играх. Какой они флаг поднимают? Подожди. Еще раз повторяюсь. Зачем русским нужна независимость и государственность? Почему вы заново задаете вопрос? Я же уже ответил. Потому что вы не отвечаете, и куда-то кавказские Олимпийские игры туда уходите. Я же говорю, вот, чтобы существовать как национальность, как самоидентичная национальность, как правовое государство, понимаете, как государство. Ты можешь, то есть, например, вот русский человек когда-то, когда-либо создал флаг, например, вот, сочинил гимн, вот ты именно вот это все и представляешь, а не какое-то чужое, понимаете, вот для этого. Ну, еще более подробно мог бы писать, вот для чего Ну, это еще и государственность? обеспечить Просто безопасность своих граждан, то есть Все русских терпение. людей, Вот я. русских Ой, людей, хорошо. обеспечить безопасность русских людей, именно русских. Как я ранее То есть отметил, русским нужна независимость и своя государственность для безопасности своих русских людей. Ага, ну и туда еще входят и также и другие национальности, которые живут в России. Один момент. Вопрос, Граждане. снова повторяю. Зачем русским нужна государственность и независимость? Ладно, я уже не буду отвечать на этот вопрос. Ну почему? Еще раз, просто подробнее, да, вот для безопасности русского народа, да, для русской безопасности вот этой нации, которая хочет независимость эту и государственность, так же вы сказали? А почему вот чеченцы хотят независимость? Встречный вопрос к вам. Не, я сначала хотел бы ответ услышать, потом я бы ответил. Уйнохчи бат сан дахезит вэшу. Уже хезнаться, он не будет Ha, сейчас. so ist Ella Melatzota, da üç san Elatzota. Для безопасности русского, для он чеченцы то же самое хотят свою безопасность. Нормально представлять нормальным государством, быть и представлять свою страну. Ну, я для этого и задал ему вопрос, потому что тот же самый ответ, он распространяется и на все другие народы, нации, понимаешь? Поэтому надо было послушать, зачем... Ибрахим Никархо, я ни в коем случае не ущемляю ваши права по этому поводу. И то, что вы можете, понимаете, свою страну любой хочет. И напротив же, я уважаю патриотизм, в частности, чеченцев, если они хотят. Будь моя воля, я бы вот всем пораздал бы вот эту независимость и отдельную страну. Я никого бы не держал, понимаете. Это не я решаю, и я не причастен к тому, Ну, вам как бы приходится, Чечню да, или вот... другую республику присоединили, как вы говорите, принудительно, там, насильственно к России. Будь как бы ваша воля, то вы оставили бы чеченцев быть независимым государством. Но так как у вас воли нет, вы как бы... Вы что делаете? Потому что у вас нет воли. Ну, просто слушаю, узнаю, сижу. Вы оправдываете, да, вот то, что чеченцы не могут на своей территории как бы изучать свой язык, вы оправдываете вот эту вот имперскую политику, можно сказать, Ибрахим, можно сказать по этому поводу, что я просто высказал свое мнение. То, что я думаю, и то, что я вот с кем я вот по этому поводу спорил, не знаю, в каких-то моментах даже очень эмоционально получалось. Потому что я многих вот тех же кавказцев и других опять-таки этих татаров же
Я знаю, что их никто не принуждает русифицироваться, и они сами об этом говорят. Знаешь, русский, когда ты говоришь, вот не принуждает русифицироваться, вот представь, бочка с солеными огурцами. Я кидаю туда, не знаю, пол ведра не соленых огурцов. Они все равно станут солеными. То есть здесь тот же принцип действует. Принуждает, вот что ты понимаешь под этим принуждением? Там с маузерами какие-то люди, Пример остроумный. подожди, в косоворотках и в русских этих сапожках будут ходить и кого-то заставлять, что ли? Это так и происходит, когда ты захватываешь, и потом говоришь, так, все будет на русском, государственный язык, обучение, там, фильмы, все будет на русском. Все, это и есть. Никаких других этих способов русификации не существует. Это что-то непонятная у тебя картина. Как еще, каким еще способом они должны были их русифицировать? Потом проходит какое-то время, у людей появляется так называемый стокгольмский синдром. То есть они будут говорить, что ну да, русские, ну общество неплохо, короче. Потом их эти манкурты, внуки будут вообще говорить, что мы, да, и мы тоже почти русские, короче. Это обычное дело. Это обычное дело. Знаете, Тесла, пусть это будет так, но за все наше время, за все время нашего разговора нашего, я достаточно таки понял всю неприязнь и ненависть чеченцев по отношению к русским. И я думаю, вот я вообще по большой части вообще, в общем, я хотел вот это понять. Я хотел вот есть ли вот понять, что вот такая неприязнь, там, реальная неприязнь. Я думаю, что это из-за чего-то весомого. Это не просто так. И опять-таки я еще раз повторю, что я не имею... Русские, как ты считаешь, как ты считаешь, вот у русских была неприязнь во время Второй мировой войны к фашистам? Считаю, что да, конечно. Так как они как агрессоры. Ты считаешь, что она была обоснована, эта неприязнь? Adolış ночью уиз. Прикидывается, конечно. где русский, Альяза, Имшлан, Геш с веником прикидывается. Да или так, какая разница? Пускай, если он ассоциируется как русский, он, значит, и есть русский, нам без разницы. Я русский, я иду Опять-таки, до конца. вы на генетику перепрыгиваете. Да, на генетику перескакиваете. Ну что вы там? Генетическая принадлежность, она не имеет никакого отношения. Да. Ты есть тот, Не, из кем деталей себя считаешь, свободно, да. смотри, да, вот это я хочу сказать. То есть ты есть, кем ты себя считаешь, кем ты себя позиционируешь, А при чем тут и кем ты себя преподносишь. принадлежность какой-либо нации? Мы об этом не говорили. Абсолютно никакой проблемы нет. Я как раз я не каплю, а наоборот, во время нашей вот этой дискуссии пытаюсь и до наших соотечественников докричаться, что там без разницы. Я опять же повторяюсь, там много людей, у которых там мама татарка, папа какой-то башкир, а он сам русский. У меня отец русский, мать немка. Ну, без разницы. Имеется в виду, кем человек себя позиционирует, кем он себя пытается преподнести обществу, он тот и есть, и не надо поэтому здесь говорить, что там, если человек зашел и говорит, что он русский, конечно, он русский. Так же, как и татары, которые представляются русскими, несмотря на их принадлежность нации, они тоже русские. Здесь не играет значение. Отрицает свою национальность. Здесь играет значение позиция. То есть мы сейчас проговорили и выяснили, что с точки зрения логики русские неправы, они насильно занимаются насильной русификацией. Был-то на месте тебя там, не знаю, тувинец, короче, удмурт. Это не играет никакого значения. Играет значение, что мы успешно разбили вот этот миф, что Россия или российская власть, или кремлевская, московская, московиты, если ты хочешь, занимается
поеданием народа и насильственной русификацией. Это факт. Все. Больше ничто не играет значения. Кто это сказал, как это сказал, сальто он Хорошо, сделал. Тесла, к вам вопрос. Как Ибрахим ранее упомянул, то, что, вот, как сказать, если он преподносит себя какой-либо нации, какой-либо человек, то он из этой нации, несмотря на его генетическую принадлежность. Вы тоже такого же мнения? Вот, к примеру, чеченец зашел, он говорит, что он русский. Нет, я не такого мнения, я немного более посложнее воспринимаю эту картину. Если он так бы русскую позицию озвучивает, то я могу с удовольствием ее разбить, мне не важно, кто ее озвучивает, хоть китаец. Угу. Услышал вас. Ну, я, знаешь, я что имею в виду? Вот, я имею в виду, если человек представляет интересы русских, представителем русских является, вот на какую-то площадку ходит и как бы представляет там русские интересы, то его воспринимать, будь он по происхождению еврей, татарин, там кто угодно, еще раз повторяюсь, это не имеет никакой разницы, то есть никакой в этом разницы нету. То есть этот человек, он представляет русский мир, и когда здесь говорят, там другие какие-то наши участники высказывают, там он не русский, да, без разницы. В данный момент данный участник, он представляет русские интересы. И мы вот с русским, как с русским, с ним общаемся. А почему вы упоминаете, что сначала положительные, а затем негативные со стороны России моменты? Например, вы упоминаете то, что сколько там, 1200 мечетей, а затем вы говорите, там русские принуждают вас... 1500, не 1200, 1500, не надо. Да. Я ничего не говорю, что кто-то принуждает от себя. То есть, как с самого начала вы вошли, и у нас завязался такой некий дискус, вы сразу озвучили, ты сразу озвучил, что чеченцы находятся там под русским сапогом. Ну, не дословно это, но смысл вот такой. То есть это вы сами об этом говорите, ты сам об этом говоришь, я говорю, это так есть, то есть я наоборот подтверждаю, да, это так и есть. Ибрам, мне кажется, он твою иронию, твой сарказм не понял про 1500 мечетей. Про 1500 У меня никакой иронии и сарказма нету. Русские нам построили 1500 мечетей. Не считая молебных каких-то. Положительно относишься, что ты это положительно Ничего он не думает. Подождите, почему мы считаем, что это русские нам навязывают? Я сейчас могу объяснить. Да, по большей части в данный момент, когда у нас происходит такая революция, самосознание, именно русские защищают ислам в нашей среде. То есть я не могу поехать домой и там, не знаю, контр-исламскую пропаганду вести. Меня сразу же арестуют за русские деньги, за русскими автоматами придут на русской зарплате люди и посадят меня. Или прибьют. То есть это означает, что именно русские заняты сейчас защитой ислама в Чечне. Там мечети, всего этого. Знаете, Тесла, это же получается, когда так русские защищают чеченцев, так они же мусульмане, как и другие. Нет, защищают ислам в Чечне от критиков ислама. Вот мои знакомые, те же дагестанцы, они обратно утверждают, что в России ущемляют права мусульман, вы то говорите другое. Вас не поймешь, потому что у меня свое тоже мнение. У каждого свое мнение. Противоречит. Кстати, эти самые дагестанцы, у них имам Шамиль герой, у аварцев, например, хотя он вроде бы чеченский такой лидер был имам, а вовсе не этот. Это чеченско-русская, русско-чеченская война. То есть, судя по вашей логике, точки зрения... Я не закончил свою мысль, ты вообще ее не услышал. То есть у них имам Шамиль герой, при этом они за русских, при этом они против чеченцев, при этом у них герой Сталин,
При этом они мусульмане. Хотя герой Сталин атеист, но при этом они крутые мусульмане, распространяют нам ислам, даже у нас муфти был дагестанец. То есть ты понимаешь, вот в этой каше КГБистского, коммунистического, исламского, русско-православного мира в Дагестане любая идея не выглядит противоречивой. Мгм. Ну, то есть вы говорите, там в дальнейшем за все там теракты, которые совершат в дальнейшем исламисты и другие, опять-таки за это все ответственность несет сама Россия, так как она их сама снабжает, защищает, как вы говорите. Правильно? Да, в данный, вот, например, исторический момент, То есть Россия это кузница ваххабитов. да, я тебе отвечаю. В данный исторический момент деисламизироваться нам мешает Россия, в том числе. Ага. Государственным аппаратом, то есть использует мощности государства, чтобы чеченцам навязывать ислам и чтобы критиков ислама призывать к ответу, скажем так. А вы знаете, я вот смотрел, слушал нескольких там оппозиционеров, блогеров чеченских. Они обратно утверждают, говорят, что напротив же Россия ущемляет права мусульман, там заставляют, там, не знаю, снимать. Это Тесла, он очень правильно подчеркнул оппозиционеров. То есть россияне, оппозиционеры российские, они проявляют недовольствие. Как бы это при чем здесь мы вообще? Это не наша тема. Чеченец был вроде. Не-не, давайте без этого. Отпускай хоть ингуш. Без карказа. Многие чеченские блогеры этого, оказывается, вот не русские не дают им правильный ислам проповедовать. Но при этом эти самые чеченские блогеры, сейчас Халиф нам, надеюсь, покажет, например, как Тумсу Абдурахманов про ислам говорит что-то. Так вот, Ага, при вот этом как раз эти самые... Я про него и говорю. Да, этот самый исламский блогер, который утверждает, что русские не дают ему исповедовать правильный ислам, зачем-то не едет в Афганистан, где этот самый правильный ислам находится, а едет в атеистическую Швецию и там сидит и рассказывает, что ему Россия не дает исповедовать правильный ислам. Теперь вопрос тебе на засыпку. Кто ему не дает поехать в Мавританию, не знаю, в Саудовскую Аравию, в Пакистан, в Афганистан и там исповедовать правильный ислам? Можешь ответить? 10 секунд тебе. Вы про этого Абдрахмана, правильно? Да, ты хорошо его знаешь. Ты его хорошо знаешь. Да. Без разницы про любого. Смотри, не обязательно эта персона. Не обязательно эта персона. Любой, который вещает. Любой, который с бородой вещает сидя в Европе. Ага. Вот это в средства массовой информации, что он за шариат. Вот этот вопрос на всех. По возможности страны, понимаете, насколько мы знаем... Аллах обещал в Коране и прочие смешные вещи, я это вообще никак комментировать не буду. Надо внимательно читать Коран и суру, там четко написано, кому... Так, все. Видишь? Он не мусульманин, что ли? Нет, в том-то и дело, что это, во-первых, он агент, вся его это исламская, она наигранная. Но я тебе только что задал вопрос, и почему-то мы опять не расфокусировались и куда-то уплыли. Зачем человек, который позиционирует себя мусульманином, которому в России не дают правильный ислам исповедовать, который считает при этом, что в Афганистане правильный ислам, что там в Саудовской Аравии, в Мавритании, не знаю, еще где, в Судане правильный ислам, сидит в атеистической Швеции и не хочет ехать туда, где есть правильный ислам и где его можно исповедовать. То есть зачем? Потому что нет такой возможности в этих странах исламских, где у него есть, в Швеции, понимаете? Это же просто... Чего нету? Подожди, разъясни, детализируй. К примеру, если вы приехали, условно, как мигрант, беженец, вам предоставляют много чего, где вы можете основаться в этой стране. Понял. Давай я тебе разверну твой ответ. Типа там есть материальные блага, которых нету вот в этих бедных. Конечно, да. Так значит, он продался за материальные блага свой ислам?
Возможно, я не знаю. Я про этого человека, я Тебе думал, ответ. что он То есть он мусульманин. лицемер. Он классический лицемер. Это исходит из этого анализа, который мы только что с тобой сделали, что он классический лицемер. То есть у него одно на языке, третье на уме, пятое еще где-то, короче, на Лубянке, наверное. Это русский шпион, между прочим. А можно к вам вопрос? О те, Тесла, которые вы уверовали. мусульманин, нет? О веровали. Я думаю, Не- О те, которые уже уверовали. давно. Берите неверующих себе в помощники и друзья вместо верующих. Неужели вы хотите предоставить Аллаху очевидный довод против вас самих? Я пойму тогда, что это судьба. Я уйду туда, уйду навсегда. О 3 года предлагаем билет в Кабул, туда, там, где есть мусульмане, и ты будешь шокирован. Ни один вот из этих проповедников, а их очень там длинный список, не решился уехать в Афганистан. То есть они упорно хотят жить в христианских, атеистических, либеральных, Бог знает еще каких странах, но то точно не с мусульманами. Тесла, можно к вам вопрос? Валяй. А давно вы усомнились в религии ислам или вы вовсе не были мусульманином? Вообще интересно. В глубоком детстве. То есть не просто В глубоком детстве, то есть вы отреклись от религии ислам, правильно? Я вылез из этого, из люльки и сказал матери, я думаю, ислам это шняга. Реально, что ли? Вы в Чечне жили? Шучу. Скажем, очень давно. Усомнился, это неправильное слово. Во-первых, ни один из чеченцев ни в 90-е, ни в 80-е, ни в 70-е, ни в 60-е годы не знал, что такое ислам. Советский Союз нас закрыл железным занавесом, и в качестве ислама нам некие дагестанские мулы обычно там, из соседних народов, тюркизированных там этих, чеченских мулов не было вообще-то, от слова совсем, были все вот эти инородцы. Есть даже специальный арабский такой тейп урайшиты, типа, короче, из дома Курейшев, тоже занимаются вот этой миссионерской деятельностью среди чеченцев. Так вот, они нам толкали такой некую эрзац ислам, фальшивый ислам, где вот этот камень висит в воздухе, там в Коране только хорошие вещи. Пророк Мухаммед был очень добрым человеком, чуть ли не там буддистский монах, который там готов пожертвовать своей жизнью, последний кусок хлеба отдать вдове какой-нибудь. В общем, такой добряк, короче, на уровне Иисуса Христа. Вот эту самопальную, короче, исламскую религию нам вбивали вот эти самые, пользуясь тем, что Советский Союз закрыл от нас железным занавесом вот это все пространство, и из Саудии, и там, и откуда-то другая информация поступить не могла. Вот Советский Союз разрушился, сразу же нам началась поступать вот вся эта информация об исламе. И мы оказались в некой такой ловушке, из которого до сих пор не можем выбраться, короче. Когда начала поступать информация, тогда то я и понял, что это шняга. Мы восстановим Советский Союз, население, преимущественно исламское население. Мы восстановим Советский Союз, и у нас будет преимущественное население, преимущественно исламское население. Маша Аллах, какое нам добро несет Владимир Владимирович Путин. Ничего себе. Как можно его не любить или отвергать? Тем более он с Кораном недавно приехал рукодельным. Творным. Или ручной Приехал недавно в Чеченскую республику, а с ним так обошлись эти злые чечены. Аж пришлось с детей Кадырова, Путина, защищать телохранителям. А Кадыровы, семья Кадырова вообще раскидывала этим Путиным, как, я не знаю, как каким-то домашним животным, пренебрегая. Вообще неуважительно так отнеслись к нему. Аж бедный Илларионов, являясь врагом
Путина, личным врагом Путина. Даже он как бы обратился к мировой общественности защитить права Путина. Понимаете, вот такие вот мерзкие, злые чеченцы никак не хотим оставить, не геноцидить как бы русский народ. Не можем успокоиться его геноцид, перестать, никак не угомонимся. Ибрахим, знаете, вот В этом еще смысле такой вопрос. талибы, безусловно, для нас союзники по борьбе с терроризмом. В этом смысле талибы, безусловно, для нас союзники по борьбе с терроризмом. Ибрахим, можно к вам вопрос? Бисмилля. Аля шутит. Тесла, можно к вам вопрос? Не, ко мне можно, я же сказал, бисмилля, это значит во имя Отца, если дословно на христианский манер переводить, во имя Отца и Сына и Святого Духа, как бы. Ага, вы все-таки верующий человек. Нет. Ладно, вот я вам задам вопрос. Вот, к примеру, этот Тесла, вы ознакомлены с религией ислам, там полностью знаете все негативные, хорошие, плохие все моменты. Допустим, вот чеченцы, оставшееся население чеченцев верят в то, что, как вы ранее сказали, вот то, что в Коране все хорошо, то, что Мухаммед был хорошим человеком, вот они верят в это, и нехорошо ли это оставаться вот такими мусульманами, нежели чем стать, не знаю, атеистами, агностиками, или преследовать другие ценности, и, возможно, даже ассимилироваться там под европейцев, там, уехав в Европу, там, стать европейцами, изучать их язык, там, ходить как гомики. Не лучше бы быть обычным мусульманином, который верит в это? Мне интересно. Вопрос такой. Кому ты задаешь? Ибрахим, ты будешь отвечать или я? Да, мои полномочия здесь, как говорится, я не помогу. Хорошо, я... Лучше ты ответь. Короче, не лучше ли, чтобы у нас было не понимающее ислам население, то есть не в курсах, что там на самом деле, пусть они будут такой... Я заранее говорю, я не знаю про религию ислам. Да. Вы изучали. Мы тебе поверили. Да, дайте это сформулировать. То есть, понимаешь, вот это не знающее население, вот ты как бы должен контролировать, и у тебя вот этот ислам должен быть, скажем так, в кармане, или ты должен быть, скажем так, на том конце этой трубы, через которую ты будешь вот эту... Смотрите, что я хочу сказать этим. Вот мусульман же пугают этим адом, не знаю, там есть какой-то лава, какая-то, вы там будете гореть. Вот, к примеру, с таким же констрактом. Да все, уже поняли мы вопрос. Я тебе отвечу, дай тебе ответить. Ты задал вопрос, я как чат GPT, следующие 10 токенов, полностью понял, никаких проблем. Отвечаю. Вот этот инструмент использования религии, чтобы удерживать население от деморализации, падения нравов, чтобы они были хорошие, как ты только что сказал, чтобы они либеральные ЛГБТшники не были. Во-первых, этот инструмент не находится в руках у чеченцев. Он находится в руках у Бен Салмана. Ну и, естественно, Лубянки, которые нам мечети строит, Путина, который нам Кораны дарит. В общем, у чужих людей он находится в руках. Вот этот, скажем так, не знаю. Ты видел, как кормят из длинной такой бадьи, не знаю, каких-нибудь баранов. Вот туда насыпают, и она так разливается всюду. Вот этот чувак, который там насыпает, он вне нашего контроля. Поэтому у нас 5000 человек отправилось в ИГИЛ и там померло. И дети с этими женами до сих пор в плену, то в иракской тюрьме, то в курдских этих. То есть, понимаете, это случилось, потому что этот инструмент не находится, это вне контроля чеченского народа. Извините, может Поэтому, прервать? подожди, когда ты говоришь, а не лучше ли бы было
ты как будто говоришь, что он находится у нас. Нет, он не находится. Он находится у принца Бен Салмана, не знаю, какой он там, 50-й. Друга Путина, кстати, который с ним... Твой вопрос не имеет смысла. Да, если бы у нас был какой-то инструмент идеологический, религиозный, который был бы, ну, как у евреев, у них же своя религия, не знаю, у каких-то этих буддистов своя, там, тогда другое дело, ты мог бы такие вопросы задавать. А так он не имеет никакого смысла. Первый вопрос. Бен Салман это вообще кто? И второй вопрос про какое число? 5000 человек. Кто, где и кто? Вы имеете в виду чеченцы? Бен Салман это принц Саудовской Аравии, который сейчас на престол, короче, зашел и правит всеми мусульманами. То есть Бен Салман решает, что такое иджма. То есть информатор религии, правильно? Он король Саудовской Аравии. Подожди, это король Саудовской Аравии. Понял? Все. А люди, которые погибли, это чеченцы, которые уехали в ИГИЛ. Ты знаешь, что такое ИГИЛ? Знаю, террористическая группа. Да, уехали в ИГИЛ из-за ислама, и там померли тысячами чеченцев. Не знаю, знал ты об этом или нет. От них остались там жены, не знаю, дети, которые сейчас в плену у этих, то в плену у тех. Я же наоборот слышал напротив же, что чеченцы воевали против ИГИЛ, кадыровская армия. Я это слышал. Кадыровская армия. От Кадырова там были эти полицейские функции, выполняли в асадовской там, этой силовой структуре, там, никаких там чеченцев, которые с ИГИЛом воевали. Вообще-то ИГИЛ расколошматили американцы, французы, иракцы при помощи авиации, в основном американской. Это же не есть хорошо, нет? В смысле не есть хорошо? То, что ИГИЛ расколошматили, это хорошо. А вот то, что чеченцы туда пошли из-за ислама, это для нас очень плохо. Я не понял. Вот в том, что там какое-то количество чеченцев участвовали на стороне, как вы говорите, ИГИЛ, из-за этого виноват этот король Саудовской Аравии, правильно? Виноват ислам. А что такое ислам ваххабистский? Решает король Саудовской Аравии. Я это пытался тебе объяснить, ты мне не дал. И есть такое понятие иджма, то есть согласие вот этих всех исламских мул по поводу толкования какой-то этой, не знаю, какого-то хадиса или какого-то исламского не знаю, правила, которые они должны имплементировать. То есть эта иджма, она подконтрольна королю Саудовской Аравии, потому что он и есть хранитель всего этого. Который ислама. друг Путина. Да, который друг Путина. Понятно так? Субхануллах, как ты не поймешь? Очень понятно. Ежики поняли все уже. Марханаш Аллаха Обал Дойла Иман Ислам Масера Чахлойла. Ответил. Это бесполезно, Харим, это не поймет. Не обращай внимания на эти подковы. Рахим. Бисмилляхи рахмани рахим. Так, именно, видишь, именно поэтому мы называем русский, исламский, православный, ахлюсунна аль-джамаа, не знаю, фашизм или терроризм, как кому нравится. Можно еще вопрос, Тесла? Чем отличаются вот эти сунниты от этих каких-то? Да, правильно, от шиитов из Ирана, которые... Ты мог бы это говорить, но я тебе сэкономлю и чисто двумя фразами отвечу. Когда вот этот пророк умер, у него был племянник, племянник, Шишву, по-моему, или кузен, по-моему, не племянник. Или это племянник был? Двоюродный брат. Это кузен тогда. Короче, у него был кузен Али.
у этого пророка Мухаммеда. И был друг на 2 года старше его, Абу Бакар его звали. Главный его, главарь всей банды, можно так сказать, с военизированным формированием. Так вот, когда пророк умер, перед смертью пророк так ляпнул там, не знаю, за столом, что хотел бы, чтобы Али был следующим этим правителем этой новоявленной банды. Вот этот Бакар не хотел этого, он хотел сам стать правителем новой банды и завоеваниями заниматься. И когда пророк этот умер, они там сцепились, он его заставил сделать себе присягу, то есть баят это называется, этого Али. Но он через 2 года умер, как в походе упал в реку, заболел воспалением легких, помер. И вот тогда началась уже новая междоусобица. То есть какая-то часть новых мусульман хотели, чтобы Али был, то есть ближайший родственник этого самого Мухаммеда был новым этим халифом, а другая группа хотела, чтобы халиф выбирался по другим признакам, и там был какой-то Муавия, и они друг с другом сцепились, и вот это как бы разделение мусульман и породило эти, по легенде, я думаю, эти 2 секты. То есть одни это считают Али законным этим правителем, а остальных самозванцами, которые как бы не туда пошли, это шииты. А вот эти сунниты считают, что все нормально, следующий халиф был правильно избран, а Али это так, короче, не должен был быть следующим правителем. И это у них так, короче. Шииты дошли до того, что считают Али фактически, то есть якобы вот этот ангел Джабраил даже случайно зашел к Мухаммеду, на самом деле он к Али хотел зайти, но ошибся, короче, то есть он у них уже там в ранге пророка шиита. Не в ту пещеру зашел. Да, кстати. Не в ту дверь. Не в ту дверь. Там на табличке была написана, короче, Мухаммед, и он, видимо, не умел читать, короче, случайно зашел к нему. Но это стёб у нас, короче, не вообще. Ну, то есть шииты и сунниты следуют одному и тому же Корану, то есть одни и те же просто мнения разделились. Хорошо. Да, но шииты Я как бы... спросил это, потому что знакомый мой, когда мы разговаривали на тему там про теракты, про большинство терактов, совершенных мусульманами, он упомянул то, что теракты совершаются этими шиитами, то, что вот шииты это самые... Ну, он сказал, что они не мусульмане, не заблудшие, то есть это все, что плохое, ложь. касается ислама. И давай я разобью тебе доводы этого, с кем ты разговаривал. Это галимая ложь, короче. Большинство терактов, наоборот, совершают сунниты. Причем, если ты возьмешь Европу, в Европе совершено множество терактов. Там вот это Шарли Абдо, вот это наезды всякие во Франции, в Германии. То есть они все совершены суннитами. То есть нет ни одного в Европе совершенного, по крайней мере, известного мне громкого теракта, совершенного шиитами. От слова совсем. И представь, какой дерьмовой информацией он тебя кормит, утверждая, что все теракты совершаются шиитами, когда во всей целой Европе ни один теракт не был совершен шиитами, а все были совершены суннитами. И в последнее время связанными с Лубянкой. Да. То есть он не соврал, правильно? Видимо, это типичная ваххабистская байка, короче, про шиитов, которые там с евреями спелись и мучают бедных этих ваххабистов, суннитов, салафитов. Да. Так, у нас гости были, ушел уже гость. Не должна есть тут еще до нас на арабском языке куда. Тот, который спорил там, который хотел там, он уже ушел. Это был старший курсант выпуска, наверное. Хотел проконтролировать новичка. Я понял. Запускаем это на арабском языке, куязин царасу, на гость там история, что ты Запускай берлагу. Вопросы к русскому.
Запускай Новый Карамат. Кракена, ладно? Запускайте всех. Новый Карамат. Hazreti И сделал Караматов, шейх Убада Караматов рассказывает, некоторые доверенные люди говорит, мне рассказали, я говорит, был шейх Убайдом на корабле. Хавахалят, этот корабль говорит, остановился на мель. Остановился, не могли его толкать, пошевелить не могли. Шейх Убайд сказал, завяжите, говорит, этот корабль на мои яички, и я выйду, потяну его. Они завязали это и вышли и потянули. И вышла этот корабль с этого мела, вышли и дальше начали плавать. Вот эта история рассказывает Табакатуль Кубра, 404 страница. Что мне говорили, сам наговариваешь, там это нету. Я слышался, за что завязали ему эти... Что такое Караматы? Все равно они мне не нужны. Особые фантастические способности, как у этих, не знаю, как у игроков бывает, компьютерных, там, какая-то у него скрытая способность, это Карамат. Вот это такие дагестанцы нам какой-то это голос ислам. Он какой-то голос заходит, шейх Алиевич. Тебя не напоминает этот Костекский Милуэс, Мол Эсерт? Не, Но он мистер чисто был читает по-элегантски. то, что есть, Да. оттуда диктует. Читает то, что Да, есть. и Малнесер умел стебаться. Умел стебаться, а это просто... Ну, я рад, что он есть, короче. Сесар Клинский не пример хитрее, а этот, короче, конкретно мочит этот ислам. Мне кажется, надо его, этот почетный деисламизатор чеченца. Ёк, медаль, я и прямо грудь повесить, короче. Он очень хороший в этом деле. У нас ичкидийский паспорт, даже Костец. Наградить его надо, не можно, конкретно, да. Да, Костекский вообще беспонтовый в этом плане. Тут имеется в виду Сосетлинский. Костекскому что шдары паспорт. Короче. И я не слышался, за что были завязаны эти веревочки. Так и не это. За ненужные предметы. И сделал Караматов, шейх Убада Караматов, Абдуллахаб рассказывает, некоторые доверенные люди говорит, мне рассказали, я говорит, был шейх Убайдом на корабле. Хавахалят, этот корабль говорит, остановился на мель. Остановился, не могли его толкать, пошевелить не могли. Шейх Убайд сказал, завяжите, говорит, этот корабль на мои яички, и я выйду, потяну его. Они завязали это и вышли и потянули. И вышла этот корабль с этого мела, вышли и дальше начали плавать. Эта история рассказывает Табакатуль Кубра, 404 страница. Что мне говорили, сам 404, блин. Большой карамат от шейха. Что это? Он, говорит, как-то разозлился на свою слугу, и свою шурин это. Он хотел его наказать. Шейх взял свой половой орган из-под свой этот изар, из-под своей нижней части одежды вытащил. Так удивительным виде, говорит, она увеличился и поднял до плеч уже. И даже выше, чем плеч, говорит, удлинился у него этот половой орган. И начал с этим половым органом бить его. Как минимум 70. И этот хадим, этот слуга начал кричать от сильной боли. Несколько раз он так сделал ему, потом обратно вернулась. Обратно, говорит, как было, стало у него свой половой орган. Потом я понял, что этот хадим, что это... Вы через нейросеть делаете такие видео? Да? Нет, мы ничего не делаем. Это реально его видео. Чего ты решил, что мы... Почему такой вопрос возник, русский? Да, это реальное видео, это реальные дела. Это не подделка. Ты думал... Исламские ученые? Да. Что? Исламские ученые же на видео был, да?
Да, да, это известный дагестанский, кастецкий академик Мула. Живет в Турции вместе с другим Мулой Сасатенским, и это его аутентичная запись. Не, Не искусственный интеллект. он то, что он озвучивает, он наоборот критикует. Мучает вопрос, можно ли во время полового вытащить, или это харам. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалам, хотел спать после близости, он чистил свой половой орган и делал омовение. Если купаться не хотел, омовение делал и ложился спать. Слушайте, Ибрahim, ну, ходи, что вы инкариндал, штикача кастецким, то сакам мельдо, чутуху, и про муху, и про... Про муху самый крутой, на мой взгляд, все равно на первом месте. На первом муха, на втором вот этот хазбик, который туда залез. Надо это Кастецкому подкинуть идею, он наверняка сможет о проблеме чутуху. Должен заходить ислам полностью, как муха. Спасите меня! Это уже не по нашей части. Ты хочешь услышать? Come on,